Узкая камера колонии строгого режима в последние много лет стала для Мухаммедбека Юлюбаева родным домом. В первый раз, когда он попал в исправительное учреждение за разбой, ему было 25. Здесь на поруки его взяли приверженцы радикальных течений и начали лечить от депрессии. Применяя свои собственные наработки трактовки, они убедили молодого человека в том, что преступление его вовсе и не преступление, объяснив это так: все, что он совершил до принятия их веры, будет прощено Всевышним. Такое психологическое и идеологическое воздействие быстро дало результат. 8 лет отсидели, в то время я принял ислам. Вот в то время чуть-чуть, как говорится, в сторону ушли. Нетрадиционный ислам. Знаний нет уже вообще же в этом плане. Что увидели, то брали. Вирус радикализма, который Мухаммедбек подхватил в колонии, начал развиваться на свободе. Выйдя в 2017 году, молодой человек начал пополнять знания, полученные в неволе материалами из интернета. Освобождение Мухаммедбека совпало с вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. Решив поддержать своих единоверцев там, он начал пропагандировать терроризм и размещать материалы, призывающие к межнациональному раздору здесь. Чувство было какое-то, разногласие понять не мог, но в то же время как бы молодой, горячий, может, тянуло больше к такому нетрадиционному. Молодежь, которая ушла в ваххабизм, 90%, конечно же, это были молодые люди, родители которых были коммунистами, которые не читали намаз. И, естественно, там была проблема отцов и детей, и они, чтобы показать себя, что они мусульмане, конечно, они ищут истину. Начиная искать истину в интернете, они вот как раз попадают под идеологию, вот, под проповеди, там, статьи, которые пишут ваххабиты. И они это принимают как истину, как ислам последней инстанции. Вирус экстремизма. Любой человек, соприкоснувшийся с ним, подвержен вероятности заражения. Эффективной вакцины от него пока не придумали. Поэтому у штата теологов, занимающегося дерадикализацией заключенных, пока очень много работы. Совместную работу проводят с психологами учреждения, а также привлекаются общественные фонды, сейчас Ахниет. Темы лекций, которые будут проводиться с осужденными, отбывающими срок наказания, направлено на патриотическое воспитание осужденных. Раскрываются традиции нашей мусульманской казахского народа, традиции, обычаи, разъясняется история Казахстана. Спустя год после освобождения в 2018-м Мухаммедбек снова попался на публикации материалов радикальной идеологии. Ему дали 7 лет. Сейчас он охладел к призывам псевдошейхов, поняв, что для них он был всего лишь управляемой игрушкой. Результат его слепой веры в их учение – разрыв с семьей. Дочь свою он не видел больше 10 лет. В первую очередь надо семью создавать, наладить отношения с дочерью. Я уже, ей 16 лет, уходил в 3 года было, и в первую очередь для того, чтобы слушать взрослых, родителей, близких, ближе к семье, переживать за семью. В ситуации Мухаммедбека можно применить выражение «лучше поздно, чем никогда». Десятилетия спустя он все же понял, насколько важна семья и как губительна вера в лжепроповеди. Таких, как он, много. Большинство из них раскаялись. Но говорить о победе добра над злом на поле битвы религиозный терроризм и экстремизм, к сожалению, пока рано.